Всех приветствую! Мы находимся в месте, которое называется Исла де Франсия, остров Франции. Однако мы в самом центре Асунсьона. И уникально это место тем, что здесь больше, чем на целый квартал по обе стороны расположились питомники, в которых можно купить абсолютно любые растения и все, что нужно для сада и для украшения своего участка. И сначала расскажу, как же это место получило свое название. В 1953 году прибыл сюда из Франции Амилькар Фаве. Женился он на здешней жительнице. И здесь тогда не было ни домов, ничего, только росли эвкалипты и были огороды. Занимались они фруктами и овощами, но лет через 25, когда стали развиваться супермаркеты, торговля стала ухудшаться, и занялись они питомниками, развели цветы, и здесь появился первый питомник. Дело пошло хорошо, постепенно питомников становилось все больше, и сейчас здесь уже их 17, и многие по 30-40 лет существуют. Это уже семейный бизнес, который из поколения в поколение передается. Так что сегодня мы покажем всю эту красоту. И с годами, со временем это место стало не только центром для покупки растений, но и достопримечательностью, куда люди просто приезжают, чтобы погулять и насладиться бесчисленным количеством растений. Однако в 2015 году вся эта красота могла перестать существовать, потому что земля принадлежит не владельцам питомников, они ее арендуют. И владелец земли ИПС, Институту де Провисион Социаль, перец болгарский, решил эту землю продать, то есть использовать ее более эффективно, больше на ней зарабатывать. В сентябре 2015 года здесь были протесты в защиту, и встречались с мэром Асунсьона, круглые столы устраивали, такие розы красивые. Тут попугай. Вот какой кактус высокий, уже наверху у него 2 бутончика есть. И в декабре года удалось отстоять, удалось договориться с ИПС. Площадь всей этой территории составляет 7,5 гектаров. И на тот момент, на 2015 год, ее оценивали в $84 миллиона. Тут видно, вглубь уходит участок, огромная территория. Здесь выращивают растения и привозят на реализацию, потому что у многих семей участки находятся за городом. Но поскольку там уже нет возможности все это реализовывать, они перебрались сюда. Небольшое деревце франжипани, зато с цветами. Аве дель Параисо, райская птица. Красивое название для красивого цветка. Это гибискусы с огромными цветами, сантиметров 10, наверное, цветок в диаметре. Маленькие кустики санта-риты. Приехать сюда можно в любой день недели. Открыто каждый день. Какие красивые розы.
О, даже фиолетовый перчик какой-то растет. Какой выбор кактусов. И большие, совсем маленькие. А самое сложное будет сегодня это выбрать, что поедет домой к нам. У нас дома такой тоже растет. Уже отцвел. Две стрелки уже цветет, еще и третья лезет. Просто удивительно, чем таким их поливают. Азалии. Горшочки вот самых маленьких. Кстати, такой довольно до таки самых мелкий, 25 больших. тысяч, сказали, стоит. Что, горшок? Да, вот видишь, как вот стоит сверху он. Угу. Ходи покажешь. Пойдем. Ух ты, какие красивые. Вот такие вот. Вот Угу. 25 тысяч. Сейчас $4. $4 даже Ну да, меньше. Да. Такое ощущение, как будто мы попали в джунгли. И хоть питомников всего 17, но в общей сложности задействовано 500 семей, а это ни много ни мало 3000 человек. Там можно купить сразу несколько видов в одном горшочке. Здорово как. Здорово, когда есть еще такие зеленые участки в центре столицы. Передо мной красным цветет огненное дерево, еще один символ весны. Различные старые предметы, котелочки, горшочки, весы. Интересно, какого они года? Ну, Сан-Паулу, Бразилия, на них написано. Рога. Любители старины здесь тоже для себя что-то интересное найдут. И сколько пчелок летает. Старые номера. Ага. Ух ты, Фернандо де ла Мора, Мариано Роке Алонсо, Ламбаре. Да, сейчас уже на номерах города не указанные. Астры, кстати, редко встретишь. Не очень они тут распространены. Такие маленькие цветочки. Первое время мы покупали очень много разных растений. И листочки, похожие на мяту, но с маленькими цветочками. Интересно, эти фонтаны продаются? Ой, тут уже что-то другое.
По обе стороны стоят машины. И во всех питомниках есть люди, все что-то выбирают, покупают. Кому-то сразу и пересаживают из полиэтиленовых пакетов в горшочки. Сколько перчиков. О, еще одна бабочка. Cristian, vamos a pasar toda esa plantera hacia acá, por favor. Mm. Vamos a darle esto, la otra planterita ahí, sí. Даже маленький розовый скворечник. Наверное, это самая прекрасная работа, которая только может быть. О, есть и с голубой крышей и розовым бантом. Мне кажется, тут можно ходить часами. И ходить и по кругу, и снова рассматривать. Какие огромные цветы. Прикольно. Глаза разбегаются. Ой, какие высокие уже есть. Hola, todo esto es para interior. La cala es para interior también. Podemos usar para interior, pero más para sombra. Esta es la próxima más. ¿Y cuánto sale? ¿Qué te pasó esta aquí por ahí? Ahí no, no mucho. Esta está bien. Очень большие. Если бы не голоса сотрудников и покупателей, можно было бы сказать, что мы в джунглях. А и деревья даже продаются. Жасмины. Pero es un gran ahora.
No, tu mamá en Paraguay. Мы такой показывали на дереве. Да? Да, прикрепленный. Но таких огромных и растущих самостоятельные еще не показывали. Тоже готовится зацветать. Ой, это маленькие пальмы путешественников. Розовые гортензии. Как-то сразу такие. Угу. Даже цветущие, видишь? Да. Вот здесь уже все готово. Уже и посадили, и камушками уложили. Есть на некоторых ценники 120 тысяч. Так как для такой маленькой туечки дороговато. Это за горшок тут. А, правильно, тут же и с горшком, правильно. Стоит 2 раза или 3 раза дешевле. А с другой стороны вазы, статуи, горшки, попугаи, туканы. Это декор. Угу. Не часто у нас встретишь такой выбор роз. И, кстати, из-за климата жаркого розы крупными у нас не вырастают. И таких больших цветов, как мы видели в Ушуае, здесь никогда не бывает. Всем приятного просмотра и до новых встреч!